На прошлой неделе мы рассказали о татарстанских медиках, работавших в зоне проведения специальной военной операции. Конечно, не обо всех. За это время там побывали 79 татарстанских медиков из 18 медицинских организаций республики. Многие неоднократно. На освобожденных территориях с самого начала спецоперации работали педиатры, врачи узких специальностей, добровольцы, судебно-медицинские эксперты из нашей республики. Благодаря мобильным поликлиникам удалось значительно расширить охват медицинской помощи. Передвижные медицинские модули разворачивались даже в самых отдаленных населенных пунктах. В них есть автономный источник отопления и электроэнергии. Модули снабжены современным оборудованием и запасом необходимых медицинских препаратов. Кроме квалифицированных осмотров и медицинской помощи, жители этих территорий бесплатно получали необходимый комплект медикаментов. И это, по словам наших врачей, было для них просто шоком. Изначально приходили с недоверием, с опаской. Сработала и многолетняя антироссийская пропаганда, и неверие в то, что эта помощь бесплатная. Напомним, врачи, средний и младший медицинский персонал из Татарстана работают на этих территориях с августа 2022 года. Они проводили профосмотры и лабораторно-инструментальные обследования, в том числе ультразвуковые исследования в детских, дошкольных и школьных образовательных организациях. Ежедневно осматривалось от 100 до 160 человек. Для оказания практической и методической помощи Донецкой Народной Республике Министерством здравоохранения Республики Татарстан была сформирована группа специалистов Бюро судебно-медицинской экспертизы из Казани, Набережных Челнов, Бугульмы, Елабуги, Лениногорска и Бавлов. Они выполняли работы в составе следственно-оперативных бригад, помогая опознать погибших и скрупулезно собирая вещественные доказательства совершенных в ВСУ военных преступлений. Для проведения углубленных медицинских осмотров Министерством здравоохранения Республики на территории Луганской Народной Республики была организована работа мобильной медицинской бригады. На этой неделе по инициативе депутата Государственной Думы Российской Федерации Татьяны Ларионовой, которая тоже побывала на территории Луганской Республики, состоялась встреча «Спасибо врачам». В ней также приняли участие председатель Государственного совета Татарстана Фарид Мухаммедшин, министр здравоохранения Марат Садыков, председатель Федерации профсоюзов Республики Елена Кузьмичева, депутаты республиканского и федерального парламентов, представители регионального отделения партии «Единая Россия», благотворители. Все медики, работавшие на территории ЛНР и ДНР, не смогли прийти на нее. Ряд специалистов до сих пор находятся буквально на линии фронта и помогают нашим согражданам. С января этого года в Луганской Народной Республике работает обновленный состав мобильной медицинской бригады в количестве 19 человек. Зуфар Давлетшин подробнее. Тимоша, мне 3 месяца. Да, вот так вот. Скажите, а за 3 месяца был какой-то вот такой профессиональный большой осмотр? Как Нет, это был первый наш профессиональный осмотр. Нам сделали первое УЗИ. Спасибо вам огромное. Такое спасибо, услышанное врачами за тысячи километров от родного дома, наверное, было особенно дорогим. Возможно, таким же дорогим, как младенец, который появился на свет, когда везде стреляют и взрывается. И таким же дорогим, как медики, приехавшие сюда, и, скорее всего, доселе неизвестного местным жителям Татарстана. К нам они шли в основном за поддержкой. Конечно, все имели хронические заболевания. Там была не только неврология. И за эти годы у них не было полноценной медицинской помощи. Конечно, пациенты отличаются от тех, которые сейчас у нас. Они брошенные. Конечно же, страшно, конечно. Страшно за жителей тоже освобожденных территорий, потому что пока еще все равно неспокойная обстановка. Вот. Но в то же время жизнь идет и продолжается, и наша задача помочь им влиться в нашу страну. Работая в одной республике, многие из них еще полгода назад не знали друг друга. Познакомились за тысячи километров отсюда. Теперь не просто коллеги, и даже больше, чем друзья. Сплотила опасность и желание помочь людям, которые много лет живут в этих опасных условиях.
Физическое здоровье у детей в Луганской республике, говорят, хорошее, не испорченное неправильным питанием. Сложнее со здоровьем психическим. В основном выявлялось заболевание, связанное с патологией речи, да, и задержкой развития в неврологическом плане. Это был невероятно колоссальный опыт, большой эмоциональный всплеск. Медицинская профессия творческая, и в зоне военных действий могут работать и в мирных условиях коллег песней порадовать. Вот на сцене фельдшер Чистопольской больницы Александр Сидоров, по совместительству лауреат республиканского фестиваля работающей молодежи «Наше время взных заман». Нет на свете сердец горячей, нет профессий ближе к Богу. И медбрат 7-й городской больницы Казани Искандер Нурмиев тоже показал, что не только капельницы ставить, уколы делать и давление мерить может. Но, конечно же, главное для медика – помощь и спасение людей. И часто с риском для собственного здоровья и жизни. Последние 3 года специальность, врачебная специальность, становится героической специальностью. Спасибо вам, родные. Берегите себя. Будьте, пожалуйста, сами здоровы. Берегите родных и близких. Спасибо за то, что возвращаетесь туда. И самое главное, возвращайтесь домой. Давайте будем внимательны к врачам. Сегодня на них нагрузка огромная. Моральная, психологическая, физическая. Я помню, в ковидные годы в красной зоне работали врачи. Прямо зная, что он идет туда, где может заразиться. Это наши герои. Тут не обязательно, значит, надо совершать какой-то подвиг, закрыв дот или дзот своим телом. А вот это каждодневный труд врачей, этой гуманной профессии людей, это геройство с их стороны. Эти нацисты, которые знали, что наши коллеги, мирные врачи, наши медицинские работники живут в этом доме, они все равно нанесли ракетный удар. И Бог, и Аллах, а Он един, спас. Вернулись все без потерь и продолжают там работать, и готовы снова туда поехать. Многие признаются, что по-другому стали относиться к жизни, ценить то, что есть, ценить мирную жизнь. И мы стали сильнее, мы стали дружнее, мы стали вместе работать в единой команде. Я хочу от всей души поблагодарить вас за ваш героический труд, который я вижу не понаслышке, а вижу воочию, находясь с вами плечом к плечу. И вы та категория людей, которых я называю патриоты, которые отзываются, согласно вашего призвания, на боль, на те утраты, которые происходят на той территории, о которой мы с вами сейчас разговариваем. Депутат Госдумы, председатель комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов, тоже медик, ушел добровольцем, работал в госпитале на территории проведения специальной военной операции. Сейчас его там заменил сын. Те, кто был там, мы же все понимаем, что приобретали мы там намного больше, чем отдавали. И прийти на помощь тем людям, которые особенно в этом нуждаются, и встать, по сути, на защиту своей страны в тот момент, когда честь поругана, стать на защиту чести своей страны – это высочайшая честь и огромное счастье. И среди добровольцев-медиков есть наши земляки, которые решили взять в руки оружие, но не оставили профессию медика. Командир медицинского взвода именного батальона, сформированного в Татарстане, 15 лет проработал в скорой помощи. С августа 2022 оказывает помощь бойцам на территории проведения специальной военной операции. Для меня вот эти все ситуации нестандартные. То есть я знаю, что необходимо сделать и испытывать. Больше я испытываю это эмоции, те, которые направлены на результат. То есть для меня это чувство удовлетворенности наступает. То есть я вижу то, что своими руками смог помочь максимально. То есть удовлетворенность – это вот своя внутренняя. Ее сложно объяснить и передать словами. Я не считаю это за подвиг. Я считаю это за то, что я могу. Я знал, куда я шел, и знал, для чего я шел. Ему, надеемся, тоже предстоит принять участие в подобной встрече и услышать в свой адрес слова «Спасибо врачам». На
Нелли Сергеева родилась и выросла в Свияжске, но больше 40 лет живет в Лисичанске. Гордится тем, что далекий географически Татарстан снова стал близким и приехал спасать людей. Со слезами встречала и гуманитарную помощь, и медиков из Татарстана. Очень многие врачи уехали из города. Очень многие. Город остался просто без медицинской помощи. И когда приехали первые врачи из Татарстана, и люди, когда приезжали туда на медосмотр, они удивлялись, что врачи такие добродушные, открытые, профессиональные и бесплатно дают лекарства. То есть, потому что в последнее время коррупция очень процветала в медицине. Самое большое мое желание, чтобы скорее наступил мир на этой земле, чтобы детки стали счастливы, довольны, и их психическое состояние становилось все лучше и лучше. Зуфар Давлетшин, Андрей Ключников, Александр Ворон. 7 дней. Лисичанск, Казань.